Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, грамадская актывістка, праваабаронца, юрыстка Алена Шымоліна з Пінску. Летась у кастрычніку праз пераслед уладаў Алена была вымушаная з'ехаць з Беларусі, ну і яна змагла вывесці доказы гвалту сілавікоў з Пінчукоў пасля 9 жніўня. Алена, добрый дзень. Добрый день, Анна. Добрый день. Я ведаю, што у вас складаны доўгі шлях. Вы спачатку з'ехалі ва Ўкраіну, потым у Польшчу. Цяпер некалькі дзён знаходзіцеся ўжо ў Чэхіі. Але давайте на пачатку вернемся да таго, што адбывалася ў вашым горадзе, ў Пінску, пасля 9 і 9 жніўня. Расскажите, калі ласка. Ну что, как всегда, произошло в нашем городе. Спокойствия, конечно, не было в нашем городе, потому что за 26 лет люди, которые друг у друга спрашивают после выборов, за кого ты голосовал, и в конечном итоге, когда говорили, что я голосовал против Александра Лукашенко, оказывалось, все равно Александр Лукашенко одержал неоспоримую, элегантную победу. Поэтому в этот раз что-то пошло не так, вмешались другие силы, может быть, высшие, которые не позволили в очередной раз сделать вот эту элегантную победу для действующего президента, поскольку народ уже был подготовлен и к кампании предвыборной Светланы Тихановской, и, как вы знаете, ее троицы, которая на этапе ее выдвижения поддержала ее, чтобы объединились эти три отважные женщины, которым поверили люди, поверил народ белорусов, конечно же, Пинчуки. И мы, естественно, с нетерпением ждали результаты голосования. Я, как независимый наблюдатель центрального участка номер 17 города Пинска, на протяжении недели находилась на участках. Естественно, мы ждали результатов. Я знала количество людей, пришедших, потому что я фиксировала каждый час, каждое время записывала, и количество людей по десяткам. Прошло 10 человек, я написала время. Прошло 10 человек, я написала время. То есть у меня была полностью вся картина голосования перед моими глазами. Я записывала, я находилась постоянно на участке, и мы ждали итоговый протокол. И когда его через 2 часа после того, как меня выгнали с участка, я заявила председателю избирательного ТИКа участка о том, что я, как независимый наблюдатель, имею право находиться на участке и присутствовать при вскрытии урн и подсчете голосов. Меня вышвырнули и при этом избили дубинками участковый инспектор, дежурящий на этом участке в этот день. И я с журналистами Медиаполесья, нашего Пинского района, города Пинска, находилась на крыльце избирательного участка, и через 2 часа был вывесен итоговый протокол ТИКа, и он не соответствовал ни по одной цифре с моими данными. Естественно, к этому времени со всего города участков тоже люди, не согласные с результатами вывешенных итогов, стали собираться на площадь для того, чтобы идти к исполкому и узнать итоговый протокол по городу. Алена, а скажите, а какие были лишбы у вас и какие лишбы были на выборах? Они разнились. У меня получается 1450 избирателей, которые фактически явку показана была 1450 с лишним избирателей. Вещественные доказательства все есть. И протоколы эти сфотографированы все. Получается, у меня где-то около 700 человек проголосовали за Светлану Тихановскую. Из них где-то 380 было голосов за Александра Лукашенко. Остальные пропорционально распределились между остальными претендентами на пост президента. То есть я неукоснительно, системно и ежедневно ходила на участок. И 9 числа, когда я шла, я не знала, куда я иду. Я шла как в бой, знаете, как я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. И я шла, я знала, что за эту неделю я так вытрепала им нервы, что они могут что-нибудь сделать, провокацию, но, слава богу, обошлось, только единственное, что была поранена. Но у меня все цифры, все были подбиты, и я с ответственностью заявляю, что результаты были в очередной раз фальсифицированы указанием Брестского облсполкома, разнарядкой,
я так полагаю, потому что каждый год это проходило, это идеологические отделы за этим смотрели и неукоснительно соблюдали для того, чтобы оставаться, работать при власти и прочее. И что отбылося після закрытия участков, вот вы начали говорить. Через 2 часа мы пришли к зданию исполкома, чтобы добиться итогового протокола, показать его, но нам было отказано. Стояли мирно люди, стояли напротив нас силовики, вышел руководитель города, мэр Липковец, и мы направили 5 парламентеров от людей, которые заинтересованы, которые требовали итоговый протокол, потому что мы были не согласны с тем, что нам показали на участок, увезли. Поэтому зашли в здание 5 парламентеров, они там находились около нескольких часов, мы уже начало назревать недовольство, потом люди вышли, 5 парламентеров их выпустили, они сказали, что итогового протокола им так и не показали. И тогда началось противостояние. С той стороны силовики начали на людей, значит, офицеры этих ребят с внутренних войск, значит, команды направлять. С этой стороны люди, которые не готовы были упустить свое, потому что настолько накал подошел. До этого смеялись, все шутили, потому что город маленький, провинциальный, мы друг друга знаем, и все, многие состоят друг с другом в сватовстве, кумовстве, родстве, там, Шурины, Девери между собой все знакомы. Мы улыбались, шутили, мы не думали, что... Так и вот ваши все знакомые на вас пошли, вот эти внутренние войски, вы ведали, кто на вас и шли? За ребятами, вот этими срочниками стояли офицеры Пинского городского отдела внутренних дел. Это они отдавали команды этим ребятам, которые призваны были в армию, во внутренние войска. Они поставили кордон перед нами и дали команду на нас. Люди, значит, через этот строй ребят разговаривали напрямую с офицерами, нашими земляками, пинчуками, офицеры, которые служат в Пинском ГУВД, вот, и просили остановить эти команды и дать нам все-таки посмотреть итоговый протокол. Таким образом началось в Пинске противостояние. И люди, не согласные с тем, что их еще начали теснить, взяли, значит, начали выступления спикеров там на стихийном митинге. Фактически люди начали толкать речи о том, что это недопустимо, люди хотят знать правду. И начали тоже штурм исполкома. Начался штурм исполкома. И мы потеснили, рассредоточились. Со мной были люди мои, где-то около 6-7 человек рядом со мной ходились, которых мы держали в расстоянии видимости. И мы проломили строй солдат внутренних войск и начали теснить офицеров к реке. Они побежали все к реке, и, в общем-то, к этому моменту мы увидели, что они рассыпались, убежали в исполком, и мы не захотели производить ненасильственное просто сопротивление, мы никто не хотели бойни, мы пришли к исполкому в шортах, майках, в сланцах, собственно говоря, безоружные люди, чтобы просто узнать правду. И вот поскольку мы не добились этой правды, естественно, мы сломали этот строй, погнали офицеров. И, в общем-то, постояли, мы подождали, город фактически был в наших руках, несколько, наверное, часов, и мы разошлись. Как потом мне стало известно, руководство города вызывало МЧС, у нас 3 отряда МЧС, мне звонил один из руководителей отряда после 9 числа и сказал, что мы не пришли на подмогу в Пинскому ГУВД. И он был выпивший, и он говорил, что я просто не ожидал действительно такой жести, которая была 9 числа. В 2 часа ночи, начало 3-го, в Пинск на вертолетах приехала бригада ОМОН из Боровлян. Они прилетели в город Пинск, летели на 3 вертолетах. Мы видели, как они летели, но к этому времени основные и активные участники протестной деятельности уже разошлись по домам. Прилетели МЧСники, города не вышли против народа, они отказались выходить 3 отряда. То есть были люди, которые приняли волевое решение, командиры этих МЧС отрядов, они не пришли на помощь, поэтому Пинский ГУВД и мэр города вызвали ОМОН, и они прилетели на вертолетах, это был Боровлянский ОМОН из-под Минска, они были не задействованы, а может быть и задействованы. У них были команда на жесткое подавление, потому что к этому времени Минск тоже, уже к этому времени были очень жестокие, жесткие задержания, очень серьезное противостояние. То есть ОМОН, который летел из Боровлян в Пинск,
он летел на подавление, на жесточайшие действия. У них были получены приказы на то, чтобы запугать народ и применять очень вплоть до... Так з гэтага вынікала, што мясцовыя сілавікі все ж не захацелі брутальнага разгону і, напэўна, некаторыя звольніліся, так? Я вот зараз гляжу, што і Пінчукоў многіх судзяць, гучныя суды ідуць на Джихара. Вы знаете, я что хочу сказать. Работники органов внутренних дел на сегодняшний день как работали, так и работают. Единственный случай, я вот рассказала про то, что МЧС-3, отряда МЧС, которые служат в городе, они не вышли на протест против народа, на подавление. Это знаю я из первых уст от начальника отряда, одного из отрядов МЧС на Первомайской. Он лично мне звонил числа 12 или 13 августа и сказал, что мы не пошли против наших Пинчуков, потому что нам здесь жить. Поэтому был вызван отряд МОМОНа из Воровлян. Те сотрудники внутренних дел, которые применили насилие, жесточайшее насилие в отношении их задержанных, они до сих пор работают. Понимаете, они работают. Единственное, у меня есть информация о том, что вот МЧС не вышел, и единственный в городе у нас судья уголовной коллегии, который 10 числа зашел в зал судебного заседания, Алексей Васильевич Пацко, судья уголовной коллегии города Пинска и Пинского района. Он с папками документов, посмотрев на людей, которые были доставлены после ночи жесткого задержания, он сложил папки и вышел из зала заседания. В этот же день он подал заявление, потому что судьи назначаются указом и снимаются указами президента, как вам известно. И он 2 месяца ждал, написал заявление на увольнение, 2 месяца ждал, когда его уволят. И вел при этом только уголовные дела. Даже тех судей, которые судили по административным делам. Поэтому он не судил, то есть был тот, который не стрелял. Это единственный судья в городе Пинске и вообще в республике, который в знак протеста уволился из, собственно говоря, судебной структуры, из судов. Ну, я так разумею, Алена, што вы каля 2 месяцаў знаходзіліся ў Пінску ў драматычны час гэтых пратэстаў. Што змусіла вас з'ехаць? Вы знаете что, я просто уже понимала, что к этому моменту репрессии будут усилиться, будет еще хуже. И то, что продемонстрировала власть, она действительно показала свое звериное лицо, своих цепных псов, которые были натравлены на людей. И я понимала, что они мне не дадут спокойно находиться, потому что наша организация оказывала помощь большую. И единственная организация, удивлялись даже волонтеры правозащитного центра «Весна», как вы, маленькая провинциальная организация из Пинска, вышли вместе с нами, единственная организация в Белоруссии. Вот я вот сегодня говорю много раз единственная. Действительно, единственный город, который дал в республике такой протест и который дал такой показатель политзаключенных по городу, 14 человек. Единственный судья, который первый уволился. Единственная благотворительная организация, которая первая, внутренняя белорусская организация, помогла людям, которые были избиты, покалечены страшно. И у меня есть документальные, вещественные доказательства, которые я вывезла, несмотря на 2 обыска в квартире и на работе. У меня была арестована вся техника, у меня были арестованы все мобильные телефоны. Они искали информацию по этим людям. У меня есть диктофонные записи всех пострадавших, которые обратились к нам в Полесскую доброту за помощью, с их разрешения. У меня есть их заявления и справки, оригиналы с травмопункта Пинской городской больницы, где указано, что действия силовиков носили жестокий насильственный характер. А вы знаете, что сейчас в странах Евросоюза по принципу универсальной юрисдикции открываются уголовные дела в Международном гуманитарном суде. Международный гуманитарный суд по принципу универсальной юрисдикции – это такой механизм, который при отсутствии судебной системы позволяет на территории других республик
привлекать виновных лиц к уголовной ответственности за гуманитарные преступления против человечества, за геноцид народа. И вы знаете пример, сейчас Германия потребовала экстрадиции из США 95-летнего охранника концлагеря для того, чтобы предать его суду на территории Германии. Поэтому я считаю, как юрист, что этот принцип неработающих уголовных дел по отношению к мирным людям, вы посмотрите, что сейчас творится. Ну, теперь менавіта по вот этому принципу универсальной юрисдикции у Польши, у Литве и один выпадок у Чехии, у Эстонии еще подаются заявы. Я так разумею, вы с теми документами, теми сведченнями, какие вы маете, вы так само хотели бы долучиться до этого процесса, так? Да. Эта информация должна правильно храниться. Собраны все мной вещественные доказательства как юристам. Она находится под контролем, и она будет предана огласке обязательно. Есть свидетели, которые могут дать показания. Память наша свежа. Даже если пройдет 10 лет, Международный гуманитарный суд, тех людей, которым сейчас 30, пусть будет им 40-45 лет, но суды эти состоятся. И силовики, которые принимали участие в данных действиях против мирных протестующих, фактически в преступлениях против человечества, в пытках, потому что пытки приравниваются к преступлениям против человечества и являются геноцидом и относятся к категории геноцида. Они будут привлечены рано или поздно к той ответственности по принципу универсальной юрисдикции. Об ней сейчас очень много говорят. И я думаю, она будет работать. Алена, давайте потому еще... что закон Угу. есть закон. Алена, давайте яшчэ вернемся до вашага лёсу. Ну, гэта вялікі стрэс, это вельмі складана кінуць все, дом, вашу працу, вашу дзейнасць, сям'я, так, і вось так, ну, такі шлях у вас, там, Украіна, Польшча, Чэхія. Як вы гэта змаглі зрабіць, наколькі гэта для вас цяжка, ці якая дапамога вам патрэбная, бо, ну, по апошнія колькі месяцаў вы просто так, ну, утекаешь в разных краинах, так, утекашка в разных краинах. Вы знаете, Анна, очень-очень тяжело. Я хочу сказать, конечно, у меня была работа постоянно. Я более 23 лет работала юристом. Последние 6 лет я работала частным юристом. У меня была лицензия Министерства юстиции, свой кабинет юридический, налаженная клиентура. Но я занималась благотворительной деятельностью с еще одним человеком, юристом, на профессиональной основе. Я всю жизнь помогала людям, потому что юридические услуги относятся к категории высокодоходных услуг. Люди не все имеют возможность воспользоваться ими в силу того, что нет денег элементарно. Поэтому я всегда приходила на помощь, делала это бесплатно, помогала правозащитникам, помогала инициативной группе Светланы Тихановской в городе, для того, чтобы они могли согласовывать размещение мероприятий по проведению митингов. Я помогала всегда, а последние 5 лет стала помогать на профессиональной основе, и мы более 5 раз, 6 в год делали акции, проводили. В начале 2020 года у нас 5 месяцев мы кормили одиноко проживающих стариков, которых находили просто в городе, одиноких, больных, голодных. Мои волонтеры находили, мы звонили, созванивались с собесом, я оставляла в какой-то собес, сами опеку брали и кормили вот этих людей в период пандемии. И у нас было 5-6 акций буквально. То есть это моя вторая работа на профессиональной основе. То есть вот такую деятельность я для людей делала, потому что я думаю, что синонимом глагола «любить» есть глагол «отдавать». Отдавать, надо отдавать. Мне лично самой ничего не надо. Я хотела и хочу помогать людям в своей жизни столько, сколько я смогу. Мой такой принцип. Я верю в Бога, я верю в высшие силы, Его правосудие, Его милосердие, Его благодать и Его наказание. Я думаю, что оно придет для тех, кто его заслуживает. Поэтому было очень тяжело, потому что я уехала не одна, я уехала с 12-летней дочкой, потому что на нее тоже началась в собесе травля. Органы опеки стали приходить в школу, спрашивать, с кем она дружит. А мы ездили, когда в Пинске протесты в сентябре месяце уже начали угасать, потому что пошли сумасшедшие репрессии. Много очень людей пострадало. Мы ездили в Минск с ребенком на акции, и к ней стали в школу приходить из органов опеки и интересоваться, что это за ребенок, с кем она дружит, кто ее мать.
В общем, пошел прессинг на меня. Меня в наручниках на работе задержали, вели через весь город в суд, чтобы осудить по статье 23-34. Я 6 часов простояла на крыльце, потом меня запустили в суд с группой поддержки. То есть тоже такие моральные, психологические воздействия. И на меня было готово решение 15 суток. И в связи с тем, что со мной было свидетельство о рождении ребенка, судья Свитин переписал это решение на 30 базовых, заменил, и меня выпустили из суда. Но как только меня выпустили, меня сразу же завели в прокуратуру, и там вынесли предупреждение за участие и ведение митингов. Я была ведущей митингов в городском парке культуры, митингов в защиту и в поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской. То есть вот все вместе взятое. Я чувствовала, что уже они меня просто или сделают организатором протестных акций, что и произошло, они меня привлекли, открыли уголовное дело по 342 статье «Организация и финансирование протестной деятельности», потому что одной из наших политзаключенных, женщину Елену Мавшук, каким-то образом принудили, может быть, посредством пыток, и она сказала, что нам женщина давала 30 рублей для того, чтобы мы штурмовали. А я находилась 6 часов на допросе, и у меня была виза американская, по волонтерской программе ездила в Америку. Они связали эти события, что я финансировала людей до штурма, и после того, как их после 16 числа произошел ультиматум Евросоюза, их стали выпускать. Мы встречали их, и они стали приходить ко мне в Полесскую доброту, мы помогли им, давали по 100 рублей, 150 и по 200, кто был уже политзаключенный, кому нужны были адвокаты. Мы давали некоторым по 200 рублей и давали социально-продуктовый пакет, мы вели журнал. Вот. Они этот журнал не нашли они из списков людей, я вывезла это, они провели несколько обысков, они приходили ко мне домой. Было 5 часов допроса, я сказала о том, что я принесу вам документы эти, только отпустите, поскольку вы не нашли их ни при обыске в квартире, ни при обыске на работе, вы изъяли всю технику, там тоже не будет этих списков. Я вам принесу, мне было выдано на руки предписание явиться до 11 часов на следующий день и принести эти документы. И когда бы я их принесла, меня тут же закрыли бы на голубой каемочке. Я принесла эти документы, пожалуйста, берите и садите меня. Ну, я так разумею, пасля гэтага вы з'ехалі, так? В 2 часа ночи я уехала с ребенком. В 2 часа ночи я вышла из дома. Меня помогли волонтеры мои. Они также волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». 2 молодые, смелые женщины. Они меня довезли до границы Гомеля, потому что единственная граница, которая была открыта в связи с ковидом, это Гомельский переход. Довезли до границы, и дальше нейтралку 4 километра ночью я шла с ребенком одна. У меня был рюкзак, $200 и все. И, как говорится, 1 пара нижнего белья, и все, мы так уходили. Но самое главное, что я вела документы, которые они со мной, они сохранились. Вот есть журналы у меня, есть у меня диктофонные записи всех пострадавших, у меня есть документы все. Вот эти все документы, которые подтверждают, вот они все у меня в папках, на 65 человек, заявления и справки, которые подтверждают насильственное жестокое обращение с людьми и описание травм, гематом, полученных в результате разгона пинских протестующих. Дякую вялікі, Алена, мы будем сачыць за вашим лёсам, за вашай дзейнасцю, за тым, як вот гэтыя документы, про якія вы гаворыце. Я хотела уже просто при канцы вашай размовы запытацца про ваш цяперашні настрой, про вашу цяперашнюю галоўную мару, галоўнае жаданне. Вы у іншай краіне, вы ў складанай сітуацыі, но я бачу, что вы жанчына вельмі актыўная, якая не схіляе галаву. Які ваш настрой, якая ваша мара, что вы будете робить, и, будете ж вяртацца в Беларусь натурально. Совершенно верно. Я неразрывно связана со своей родиной, я ее люблю. Я знаю, что люди, которые подверглись бесчеловеческим отношению к себе, пыткам, они не вспомнят про Ледовые дворцы, и они будут вспоминать пролитую кровь детей, которая пролилась, невинных детей наших. Мы молчали 26 лет.
Я буду помогать людям. Я хочу помогать. Я знаю, как говорила мать Тереза, из капель состоит океан. Я хочу и здесь помогать и быть нужной настолько, насколько я смогу. Мне нужны силы, я восстановлюсь, и я, естественно, нахожу людей, которые истинные патриоты, не приспособленцы. Вы же знаете, какая сейчас деморализация в обществе идет, делят власть, даже еще не взятую, не отобранную Лукашенко. Многие между собой течения, которые сейчас возникли, тоже распри. Я думаю, что агентурная сеть, скорее всего, сеет эти распри между нами, потому что наша главная цель – это свержение Лукашенко, а не друг с другом вражда. Поэтому мы должны достигать ее любым путем. Я думаю, что я должна все силы приложить для помощи людям нашим пострадавшим, то есть заниматься тем, чем я и занимаюсь. Я восстановлюсь, как птица Феникс, знаете. І я Дякую вялікі. Гэта была грамадская актывістка, юрыстка Алена Шымоліна-Спінску, якая праз пераслед уладаў вымушаная была з'ехаць з Беларусі. Будзем сачыць за вашым лёсам. Всяго вам найлепшага, трымайцеся. Всего вам доброго, здоровья, держитесь. До пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.